Здравствуйте, у меня есть важная информация, которой я хочу поделиться с вами. Бог доверил мне послание. Сегодня вечером с тобой произойдет что-то необъяснимое и необыкновенное. Менее чем через 3 часа вы начнете это чувствовать. Бог призывает вас обратить на это внимание. Вы не можете игнорировать Бога или это послание, чтобы потом не пожалеть об этом. Это имеет первостепенное значение. Я прошу вас сохранить эту информацию при себе. Это должно оставаться в тайне. В конце мы будем вместе молиться за осуществление всех благословений, которые скоро украсят вашу жизнь. Поэтому я умоляю, не игнорируйте это. Очень важно, чтобы каждый раз, когда вы слышите слово «получать», вы писали «Я получаю», чтобы благодать могла немедленно стать частью вашей жизни. Послушайте, что Бог хочет сказать вам в этом послании. Бог посылает сообщение, указывающее, что вы находитесь на грани получения финансового благословения, самого большого в вашей жизни. Вскоре вы поймете, почему вам нужно было иметь веру, надежду и огромную силу, чтобы держаться, даже когда дела были трудными. Необыкновенное и редкое чудо вот-вот произойдет. Все, что вам нужно сделать, это ждать с намерением. Вскоре все изменится и будет отличаться от того, что было. Ваш жизненный путь вот-вот изменится навсегда к лучшему. Все, чему вы научились за последнее время, будет вознаграждено изобилием и процветанием. Следите за благословениями, которые украсят вашу жизнь после этого видео, поскольку о них не написано. Не бойтесь, ваша жизнь полностью изменится менее чем за 3 часа. Напишите комментарий, я верю, чтобы показать свое принятие благодати, предназначенной для вас. Если вы здесь, это знак того, что лишь немногие люди будут благословлены этим даром, и вы один из них. Будьте благодарны Богу, поскольку вы были избраны. Вы укрепляете себя сверх того, что можете себе представить, как духовно, так и умственно. Все, что происходило до сих пор, было направлено на то, чтобы помочь вам в росте и раскрытии вашей внутренней силы. Ваша способность восстанавливаться поразительна, и ничто не может вас остановить. Бог хочет, чтобы вы знали, что это Его битва, а не ваша, и эта битва уже выиграна. Получите эту милость, когда вы чувствуете искушение сдаться и кажется, что вы не можете встать обратно. Помните, ваша сила исходит от Него. Ваше финансовое положение может быть нестабильным, но в этом месяце вы получите финансовый подарок. Верьте в это, верьте в Бога, никогда не сдавайтесь, потому что у Него есть для вас невероятные планы. Все ваши невзгоды будут преодолены, и ваш путь будет становиться яснее с каждым днем. Получите это сообщение. Бог желает сообщить вам, что сегодня чудесные события могут произойти менее чем за 2 часа. Имейте эту информацию в виду, сегодня в вашей жизни проявится что-то позитивное. Исцеление придет, и ваши молитвы будут услышаны. Финансы сегодня будут благословлены, откроются новые возможности и двери. Будьте готовы, приближается то, о чем вы молились, и Бог скоро передаст вам ключи. Получите это благословение. Не беспокойтесь о вещах, находящихся вне вашего контроля. Пусть Бог справится с этим.
Будьте внимательны к новостям сегодня, поскольку Бог тихо работает и неустанно борется за вас. Бог откроет дверь специально для тебя, даже если ты ее не искал. Финансовые благословения, о которых вы просили, будут поразительными. Оставайтесь твердыми в вере и доверяйте Богу, ибо у Него есть для вас чудесные планы. Получите это сообщение. К концу этого видео у Бога еще есть тайна, которую Он хочет раскрыть. Смотрите, ничего не пропуская, чтобы потом не сожалеть. Один из секретов, который раскроется позже, связан с тем, что вы сеете. Вы помогаете другим в их путешествиях. Вы помогаете евангелизировать Слово Божие. Комментарий. Евангелизация необходима, дорогие. Тайна, которую собирается открыть Бог, просто удивительна. Он собирается открыть двери благословениям, процветанию и возможностям, которые вы даже не можете себе представить. Этот секрет связан с тем, что вы сеете, и урожай будет обильным. Вы здесь, потому что вы привержены распространению слова Божьего и помощи окружающим. Когда вы сеете любовь, сострадание и помощь другим, вы приводите свою жизнь в соответствие с божественными планами. Поверьте, Бог внимателен к каждому вашему действию. Финансовые благословения, которых вы так жаждете, придут, и они будут больше, чем вы когда-либо могли себе представить. В этот момент я хочу, чтобы все мы выразили свою благодарность Богу. Давайте поблагодарим за эти благословения, которые нас ждут, за этот финансовый дар, который Он нам дарует. Помните, не беспокойтесь о том, что находится вне вашего контроля. Бог главный, и Он неустанно трудится для вас. Примите это слово. Будьте внимательны к новостям, поскольку Бог работает в тишине, готовя путь для вас. Двери возможностей открываются прямо сейчас. Будьте готовы предпринять шаги веры. Бог хочет, чтобы вы знали, как только Он раскрыл эту тайну, в вашей жизни предстоит раскрыть гораздо больше. Продолжайте смотреть это видео до конца, ведь Бог еще приготовил для вас сюрпризы. Дорогие, никогда не переставайте верить, никогда не переставайте верить в Бога. Ваши молитвы будут услышаны, и финансовый подарок, которого вы так долго ждали, уже в пути. Примите это послание с радостью и благодарностью, любимые. Момент, которого мы так долго ждали, уже близок. Я пророчествую секунд. Менее чем за 2 часа вы станете свидетелем чудес, которые принесут вам чувство радости, комфорта и финансовой стабильности, как никогда раньше. Представьте теперь со мной. Визуализируйте, как вы открываете свой банковский счет и находите удивительную сумму денег, которая решит все ваши финансовые трудности. Представьте себе, наконец, реализацию тех мечтаний и проектов, которые вы так долго откладывали. Бог говорит: примите это благословение во имя Его. Если вы верите, если вы готовы принять, скажите сейчас вместе с нами: «Я получаю». Представьте себе телефонный звонок, который навсегда изменит вашу жизнь, принеся с собой благословения и возможности, о которых вы даже не мечтали. Этот телефонный звонок может произойти в любой момент, потому что Бог всегда работает в нашу пользу. Когда этот момент наступит, не забудьте от всего сердца поблагодарить Бога, ибо Он – податель всех этих благ.
Постоянно молитесь и благодарите, и наблюдайте, как ваша жизнь меняется так, как вы даже не мечтали. Помните, дорогие, наша вера – наше самое большое достояние. Верьте в Божьи обещания и смело заявляйте: «Я получаю Божьи финансовые благословения». В этот момент мы с открытым сердцем просим вашей помощи, чтобы поделиться и распространить Слово Божье среди большего числа людей. Поделитесь со всеми в своем WhatsApp прямо сейчас, ведь важно, чтобы это произошло сейчас, поскольку Бог призывает вас действовать и преобразовывать жизнь рядом с вами прямо сейчас. Этот человек должен услышать это сообщение сегодня. Важно евангелизировать. Попросите их разослать это видео всем людям, которых они любят, потому что это видео принесет много благословений. Двери откроются, долги будут решены, депрессия исчезнет и никогда не вернется, тревога больше никогда не постучится в дверь. Верьте в это слово, пророчите его в свою жизнь в этот момент. Бог просит меня сказать вам это сейчас. Вы, слушающие в этот момент, знайте, что Бог исцеляет все ваши болезни. Ваша депрессия больше не принадлежит вам. В этот момент обличается все зло и зависть. Отец, спасибо тебе за этого сына, за эту дочь, которая слушает тебя в эту минуту. Пусть Господь коснется их сердец и даст им почувствовать твой пылающий огонь. Пусть этот человек, который сегодня слушает Господа, станет чудом из твоего дома. Пусть вся печаль, обида и зависть будут изгнаны в этот момент. Пусть лукавый никогда больше не войдет в дом того, кто сегодня слушает. Отец, спасибо тебе. Хвала Господу нашему Иисусу Христу, хвала могущественному Господу нашему и Царю всех царей, хвала могучей и единственной нашей Святой Троицы, ибо Отец, Сын и благословенный Святой Дух сотворили нас, и для них мы были созданы. Благодарю Тебя, Отец, за Твое милосердие. Пожалуйста, поделитесь этим посланием благословения со всеми, и когда вы поделитесь, скажем: Бог говорит вам это сегодня. Не игнорировать. Давайте вместе сделаем так, чтобы эта уникальная и чудесная благодать достигла миллионов человек. Это наша цель, и мы не успокоимся, пока не достигнем ее. Да, верьте в это. Дорогие дети, я хочу поговорить с вами в этот момент, чтобы еще раз подтвердить глубокую мудрость и любовь, пронизывающую Вселенную. Доверьтесь плану, который я, ваш Создатель, привел в действие. Сохраняйте спокойствие и знайте, что я всегда рядом с вами, направляя вас на каждом этапе пути. Сынок, финансовое благословение придет к тебе неожиданно. Когда вы меньше всего этого ожидаете, в вашей жизни появятся деньги, и они придут из источников, о которых вы даже не догадывались. Сохраните это видео как свидетельство, получите это благословение. Следите за каждым из этих слов, потому что сегодня существует секрет огромной важности, предназначенный специально для вас. Это произойдет через 3 часа. Не игнорируйте это послание от Бога. Провозгласите это в своей жизни. Я процветаю, я богат, у меня изобилие, деньги текут ко мне из разных источников и остаются со мной, чтобы построить мое богатство. Послушайте, Бог просто хочет, чтобы вы попросили Его о чуде и сделали то, что необходимо. Вера в Бога. Отправляйтесь на поиски работы,
и Он тронет сердце человека, который вас слушает. Говорите от всего сердца и верьте всей своей верой в Бога. Комментарий. Победа принадлежит нам благодаря Иисусу. Если ты веришь в Бога и подписываешься на наш канал, если любишь Бога, провозгласите это благословение в своей жизни. Повторите мне: «Я процветающий, я от Бога, я заслуживаю изобилия, я богатый человек». Это видео, которое изменит вашу жизнь раз и навсегда, и не только вашу. Давайте евангелизировать 1 миллион человек. Поэтому отправьте это видео сейчас всем христианам. Давайте достигнем 1 миллиона людей, жаждущих Христа. Давайте изменим вашу финансовую жизнь раз и навсегда. Ты заслуживаешь это. Продолжайте пророчествовать и комментировать здесь. Спасибо, Отец, я получаю. Отец, двери трудоустройства уже открыты. Меня никогда не охватит депрессия или тревога. Отец, все зло порицается раз и навсегда. Отец, я вступаю во владение. Аллилуйя, Отец. Слава будет на Тебе, Отец. Имейте в виду эту информацию, сегодня в вашей жизни проявится что-то позитивное. Исцеление придет, и ваши молитвы будут услышаны. Финансы сегодня поправятся, откроются новые возможности и двери. Будьте готовы, Бог говорит вам, кто наблюдает за нами, когда мы проходим через испытания. Полагать. Вы уже вышли из этих трудностей. Бог больше, пророчествуйте. Повторите вместе со мной: Бог больше всего, что со мной происходит. Бог велик, Верховный Царь. То, о чем вы молились, приближается, и Бог скоро передаст ключи в ваши руки. Получите это благословение. Не беспокойтесь о вещах, находящихся вне вашего контроля. Бог есть тот, кто Он есть. Позвольте Ему позаботиться об этом. Будьте открыты сегодня Богу, потому что Отец работает в тишине и неустанно борется за вас. Бог говорит вам это сегодня. Специально для вас откроется дверь, даже если вы в нее не стучались. Финансовые благословения, о которых вы просили, будут удивительными. Оставайтесь твердыми в вере и доверяйте Богу, ибо у Него есть для вас необычные и особые планы. Получите эту благодать. Поделитесь со всеми в своем WhatsApp прямо сейчас. Важно, чтобы это произошло сейчас, поскольку Бог призывает вас действовать и преобразовывать жизнь рядом с вами прямо сейчас. Делясь этими видео, всегда говорите: Бог говорит вам это сегодня. Не игнорировать. Давайте поделимся, следуя нашему движению, которое изменит жизнь всех, кто слушает. Вы помогаете другим в их прогулках. Вы помогаете евангелизировать Слово Божье. Комментарий. Евангелизация необходима. Ангелы Господни приносят счастье и благословение в ваш день, потому что у Бога есть что-то, что может полностью изменить направление вашей жизни. Завтра вы получите божественную весть, которая будет направлять весь ваш курс. Будет чудесно, неожиданное финансовое событие произойдет из неожиданного источника. Помните о важности выражения благодарности и использования полученных благословений для прославления Бога.
Это замечательное событие может проявиться как новая профессиональная возможность, значительное увеличение вашего банковского счета или чья-то щедрость. Бог совершит чудесное действие, даруя не только глубокие благословения, которые изменят вашу жизнь, но и вашу жизнь. На горизонте уже не за горами бесчисленные благословения, которые приведут к значительному улучшению вашего эмоционального здоровья. Пусть наш всемогущий Бог принесет еще больше смысла и благословений в ваше путешествие. В следующие 3 часа ваша вера будет вознаграждена благодатью, которую вы ищете, переживая славные моменты. Ваша жизнь будет наполнена радостью, энтузиазмом и благополучием. Верьте в силу веры, примите это пророчество и выразите благодарность нашему возлюбленному Отцу. Чтобы помочь вам, мы создали религиозную книгу, которая привлекает процветание всех, кто ее читает. Это уже меняет жизни тех, кто решил искать Отца. Наше молитвенное занятие называется «Бог говорит вам это сегодня». Ссылка находится в закрепленном комментарии. Нажмите здесь и получите свою копию. Сегодня у нас для вас специальное предложение. Молитва ваша, все, что вам нужно сделать, это нажать на ссылку в закрепленном комментарии и прочитать молитву с верой в Бога, и все будет достигнуто. Позвольте мне сказать вам кое-что. Возможно, вы, как и я, имеете очень ограниченное время. Но ведь мы можем уделить 5 минут Богу, у которого есть все время для нас, верно? Поэтому мы создали молитвенный текст с мыслью, чтобы его было легче читать и чтобы он глубоко укоренился во Христе. Я приведу вам пример того, как работает преданность. Представьте себе, что у вас был доступ к номерам лотереи, и вы всегда выигрывали. Ну, молитва почти такая же. Вы читаете с верой, и чудесным образом ваша жизнь начинает процветать. Если вы хотите выиграть лучшую лотерею в жизни, которая является процветанием нашего Господа Иисуса, нажмите на ссылку в закрепленном комментарии и получите свое посвящение. Давайте перейдем к нашей последней молитве благословений. Дорогой Бог, для полной реализации Твоих благословений, я прошу Тебя благословить этих Твоих детей, которые слушают, чтобы они могли получить все, что они просят у Тебя сегодня, если для них настало время получить. Христос, спасибо, что Ты слушаешь нас и любишь нас безоговорочно. Мы доверяем Вам. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Да здравствует воскресший Иисус Христос! Я надеюсь, что это сообщение послужило для вас вдохновением. Если вы верите в это слово, напишите в комментариях: «Господи, измени мою жизнь». Я знаю, что вы приняли лучшее решение изменить свою жизнь раз и навсегда. Мы ждем Тебя, нам не хватает только Тебя. Мечты – это движущая сила. Успех – это обладание тем, чего ты желаешь, а счастье – это желание того, чем ты обладаешь. Неудача или несчастливый момент продлятся ровно столько, сколько вам понадобится, чтобы их забыть. Помните, что храбрость – это не просто решение проблемы. Храбрость – это не позволить себя победить. Храбрость – это бесстрашное принятие риска. Упасть 3 раза и встать 4 раза, потому что ошибка не имеет значения, если ты знаешь, как ее исправить. Если вы уберете страхи из своей жизни,
у вас появится больше возможностей для воплощения своих мечтаний. У вас будет меньше страха и больше мужества, меньше слез и больше веры и доверия ко мне, вашему Искупителю. Смелость – это рычаг, с помощью которого вы можете открыть двери, которые закрывают за вас другие. Надежда – это желание, чтобы что-то произошло, вера – это уверенность в том, что это произойдет, а смелость – это то, что это произойдет. У вас должна быть надежда, вам нужно иметь смелость, но у вас никогда не должно быть недостатка веры. Имейте в виду, что куда путешествует ваш ум, туда и вы пойдете, а где он покоится, там вы и останетесь стоять. Двигаться вперед – не единственный вариант, но это лучшее решение, которое вы можете принять. Если вы хотите летать, вы должны отказаться от вещей, которые вас тяготят. Лучшие вещи в жизни – это не предметы, которые вы приобрели, а прожитые моменты, пережитые эмоции, радостные воспоминания и извлеченные уроки. Помните, вы можете сделать больше, чем думаете. Ты стоишь больше, чем ты думаешь. Если вы вчера потерпели неудачу, это не имеет значения. Сегодня у вас есть возможность начать заново. Если вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись, помогите кому-нибудь осуществить их. Не отказывайтесь от своего желания перемен. Не позволяйте неудачам обескуражить вас. Не позволяйте своим слабостям мешать вам. Ваш дух не зависит от мнения других или угроз ваших врагов. Примите свою новую жизнь, примите эту радость и примите этот мир с верой. На вашем пути произойдет много прекрасного, и я прошу вас поверить в это. Скажите своими устами: «Я получаю это благословение, которое ты мне даешь». Вы выстояли перед лицом невзгод, и я хочу, чтобы вы оставались такими. Я знаю, что ты устал, твой дух истощен, но я приказываю тебе сопротивляться. Наступает новая эра мира. После этого оставайтесь твердыми в том, во что вы верили. Продолжайте сражаться, упорно добиваясь победы, и получите ответы на свои молитвы, о которых вы так много просили. Сейчас не время бросать все и сдаваться. Не отдавайте свое счастье тем врагам, которые противостоят вашему благословению. Они увидели всю веру, дух и силу в вашем сердце. Вы всего в одном шаге, и вскоре вы увидите результаты. Вы находитесь на пороге перехода на уровень, когда легионы небесных воинов готовы помочь вам в ваших дальнейших битвах. На горизонте ждут огромные благословения, огромные радости и исключительные дары. Вы столкнетесь с обязанностями, которые вместо того, чтобы создавать проблемы, принесут вам радость. Победа уже в пределах досягаемости, и то далекое место, о котором вы когда-то думали, скоро станет доступным для вас. Я полон решимости поместить вас в новую среду, где вы будете окружены добрыми сердцами, живущими в гармонии, не обремененными долгами и мотивированными работать над достижением прекрасных целей, которые вскоре станут частью вашей жизни. Примите это счастье с верой. Даже если вы еще не можете этого увидеть или почувствовать, продолжайте радостную борьбу за желаемое. Когда вы чувствуете желание заплакать перед другими, сопротивляйтесь. Ибо те, кто знает тебя, могут насмехаться, те, кто презирает тебя, могут наслаждаться этим, но те, кто любит тебя, испытают боль.
Помните, после каждой слезы следует улыбка, а после горя вновь появляется любовь. Итак, продолжайте улыбаться, пока солнце не взойдет и не засияет ярко в вашей жизни. Несмотря на попытки врага сразить вас, им не удалось стереть вашу улыбку. Не позволяйте им. Ты даешь мне утешение, когда я слаб, и утешение, когда мне страшно. Твое присутствие и защита окутывают меня, и в Тебе я обретаю спокойствие. Я благодарен за ваше постоянное вмешательство в мою жизнь. Вы можете обмануть кого угодно относительно своих обстоятельств, но всегда найдется тот, кто видит их насквозь. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за Твою непоколебимую любовь и жертву, которую Ты принес ради меня. Я отдаю себя, чтобы использовать Тебя для Твоей славы. Наполните меня своими учениями и позвольте мне уменьшиться, чтобы Вы могли расти. Я навсегда Твой ребенок. Вы когда-нибудь увязли в стрессе и бремени мира? Ты не один. Мы все были там. Но вот сообщение, которое может дать вам спокойствие, которое вы ищете. Бог говорит: «Я знаю, что в последнее время у тебя стресс. Я знаю, что тебе нужен покой, и я обеспечу этот покой. Просто молись мне и следуй за мной. Я люблю тебя». Чувствуете ли вы эту любовь и комфорт? В моменты отчаяния мы часто забываем, что мы никогда не бываем по-настоящему одиноки. Мы пытаемся разобраться во всем самостоятельно, но правда в том, что мы не можем сделать это в одиночку. Только с Богом мы можем достичь всего. Итак, давайте произнесем эту молитву вместе. Дорогой Бог, когда я подумываю о том, чтобы сдаться, пожалуйста, напомни мне, что Ты со мной. Я ничего не могу сделать один. Только с Тобой я смогу достичь всего. Храни меня в безопасности всю ночь, и пусть сегодня будет день, когда я буду жить и двигаться в Тебе. Пусть мои слова и мысли порадуют Вас. Будь моим наставником и ограничителем, чтобы моими действиями руководил Твой Святой Дух. Научи меня жить жизнью, которая радует Тебя каждый день. Во имя Иисуса я молюсь. Помните, Бог всегда с вами, направляя вас в самые темные ночи и в самые яркие дни. И если вы не наполните свой разум Божьим Словом, враг наполнит его стрессом, беспокойством, гордостью, искушением, беспокойством, страхом и неуверенностью. Мы должны оставаться укорененными в Его Слове и носить всеоружие Божие, как советует Ефесянам 6 часов 11 минут, чтобы противостоять планам дьявола. Давайте обсудим веру и веру. Верьте в свою веру, пока она не станет реальностью. Не думайте слишком долго, как и когда это произойдет, просто верьте и доверяйте Божьему выбору времени. Если вы благодарны, напишите в комментариях «Да». Ваша вера сильна, и, как прекрасно сказано в Евангелии от Матфея 9 часов 29 минут, благодаря вашей вере это произойдет. Представьте себя по ту сторону экрана, впитывающего каждое слово этого видео. В огромном космосе происходит что-то поистине волшебное и божественное. Бог со своей безграничной и непостижимой любовью шепчет вашему сердцу: «Мое драгоценное дитя, готовься к августу и сентябрю». Это будут не просто обычные месяцы в календаре,
это будут необычайные вехи, наполненные благословениями и возможностями, превосходящими ваши самые дикие мечты. Если вы чувствуете, что это послание предназначено для вас, покажите свою веру и поддержку лайком и наблюдайте, как Бог умножает благословения в вашей жизни. Закройте на мгновение глаза и представьте величественную реку, кристально чистую и текущую, несущую с собой лавину процветания, богатства и благословений. Эта река приближается, и вскоре она наполнит вашу жизнь благами, превосходящими человеческое понимание. Бесконечная щедрость Бога уже запланировала чудесные вещи для вас и вашей семьи. Работа мечты, о которой вы всегда мечтали, машина вашей мечты и любовь, которая наполняет и дополняет вашу жизнь, все эти благословения ждут вас. Откройте свое сердце и позвольте потоку благодарности влиться в вашу жизнь. Бог призывает к новому уровню благословений и чудес. Даже посреди жизненных бурь Он рядом с вами, готовый превратить ваши трудности в победы, а недостаток в изобилие. Готовы ли вы к этой трансформации? Если ваш ответ «да», напишите в комментариях «Аминь» и приготовьтесь. Вы находитесь на пороге трансформации, и она начинается сейчас, в этот самый момент, когда вы слышите эти слова. Бог говорит, что пришло время исполнить божественные обещания, данные специально для вас. Те, кто сомневался в вас, высмеивал вас или смеялся над вами, станут свидетелями сверхъестественной трансформации в вашей жизни. Это не высокомерие, это свидетельство божественной силы, которая любит, защищает, спасает, исцеляет и возвышает вас. Вы собираетесь достичь уровня достоинства и уважения, превосходящего ваше воображение. Вы будете среди принцев и принцесс не по человеческим заслугам, а по божественной благодати, текущей неиссякаемой рекой. Если вы чувствуете, что эти слова находят отклик в вашем сердце, заявите: «Я – божественный шедевр, и мое время пришло». Ваши близкие оказались с вами не случайно. Это божественный момент, предначертанная встреча их душ и источника всей жизни. Давайте помолимся вместе. Небесный Отец, Господь всего творения, я прихожу к Тебе со смирением и почтением. Ты великий Целитель, даритель благословений и восстановитель всего сущего. Я прошу Твоей божественной милости. Каждый человек, нуждающийся в помощи, будь то эмоционально, духовно или физически, тронут божественными данными, которыми мы обладаем. Пусть чудотворные руки Божества принесут облегчение, утешение и обновление. Благослови наши проекты, наши начинания и даруй нам процветание и изобилие. Восстанавливайте разорванные связи, исцеляйте раненое сердце и возвращайте надежду в нашу жизнь. Обо всем этом мы просим во имя Иисуса, нашего Спасителя и Искупителя. Аминь. Верьте, что обетования Божьи материализуются в вашей жизни. Вы созданы не для посредственности, а для того, чтобы сиять, процветать и процветать. Двери откроются там, где раньше были только стены. Уверенно заявляйте: «Я заслуживаю, лелею и благословляю». Я требую автономии над собой. Вспомните историю об Иове, который, несмотря на потерю всего, сохранил свою веру и был вознагражден вдвое больше, чем прежде. Игра еще не окончена.
Бог здесь, чтобы спасти вас от поражения и отчаяния. Эпоха унижений, агонии и страданий завершается. Если эти слова резонируют с вами, утверждайте: «Я верю и получаю сейчас». Вам суждены большие высоты, жизнь, полная материального и духовного богатства, которое вызовет радость на небесах. Не позволяйте временным трудностям погасить божественное пламя внутри вас. Вы бесценны, редкая драгоценность, шедевр божественного творения. У Бога есть для вас небесный план, наполненный ростом, процветанием и реализацией обещаний. Если вы чувствуете, что истина этих слов вибрирует в вашей душе, с верой провозгласите: «Я верю, я получаю и я готов к преображению». Бог, мастер невозможного, говорит вам, что игра еще не окончена. Ваши мечты не умерли, они вот-вот засияют. Скажите это с убежденностью: «Я больше, чем победитель». Закройте глаза, откройте свои сердца и позвольте этому священному моменту окутать вас. Бог с тобой, и ты в нем. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы приближаемся к Тебе с сердцами, переполненными благодарностью и благоговением, жаждущими постичь глубокую мудрость и утешение, которые дает нам Твое Слово. Мы находим утешение в силе священных стихов, которые напоминают нам о Вашей непрестанной любви, благодати и водительстве. Псалом 46, 1-7 уверяет нас, что Ты наше прибежище и сила, непоколебимое присутствие во времена бед. В мире, полном неопределенности и страха, мы доверяем Вам. Даже когда основания земли дрожат и горы кажутся брошенными в море, мы остаемся непоколебимыми благодаря Твоей неизменной любви. Радуемся реке благодати Твоей, приносящей радость граду Божию, святому жилищу нашему. Среди всего Ты с нами, наша недвижимая крепость. Послание к Римлянам 6. 5-14 напоминает нам о преобразующей силе нашего союза со Христом. Мы умерли для греха и были освобождены благодаря Его жертве, живя в жизни воскресения. Мы заявляем, что грех не будет править нами. Вместо этого мы представляем себя орудиями праведности. Мы празднуем безграничную благодать, которая покрывает нас, и свободу, которую мы обретаем во Христе. Псалом 147, 1-6 побуждает нас славить Тебя за Твою доброту, мудрость и силу. Ты строитель Иерусалима, целитель сокрушенных сердцем и Творец, знающий звезды по именам. Ваше понимание безгранично, и Вы возвышаете смиренных, унижая гордых. Галатам 6, 8-10 призывает нас сеять семена праведности и не уставать, делая добро. Мы признаем, что наши действия отражают нашу веру, и используем любую возможность, чтобы проявить доброту, особенно к членам нашего религиозного сообщества. Псалом 138 вдохновляет нас выразить Вам сердечную благодарность. Ваша непоколебимая любовь и верность безмерны, и мы верим, что Вы осуществите свою цель в нашей жизни. 1 Иоанна 2, 24-25 наполняет нас уверенностью в вечной жизни, когда мы пребываем в Тебе и в Твоем Сыне Иисусе Христе. Мы держимся за это обещание с непоколебимой верой. Иоанна 6, 47-51 учит нас, что вечная жизнь обретается через веру в Иисуса, хлеб жизни, плоть которого отдана за жизнь мира.
Мы участвуем в этом вечном обетовании через веру в Него. Матфея 6, 14-15 подчеркивает значение прощения. Мы выбираем прощать других, зная, что, поступая, мы получаем прощение от нашего Небесного Отца. Псалом 55, 22 призывает нас возложить на вас свое бремя, веря, что вы поддержите нас и сохраните стойкость праведников. Исайя 52, 12 напоминает нам, что нам не нужно торопиться бежать, ибо Ты, Бог Израиля, иди впереди нас и защити нас сзади. Псалом 31, 8 заверяет нас, что Ты будешь наставлять, учить и давать нам советы, если мы доверяем Тебе. Исайя 30, 18-21 говорит о вашей милости и водительстве. Мы с нетерпением прислушиваемся к вашему голосу, зная, что вы направите нас на правильный путь. В твоих страданиях Бог утешит тебя. Божьи обещания дадут вам надежду и жизнь. В Псалме 119, 50 говорится: «Тот, кто верует в Меня, приди и пей, ибо священные писания говорят, что реки живой воды потекут из его сердца». Независимо от того, насколько тяжела ваша борьба, Бог поможет вам пройти через это. Бог укрепит вас. Бог ответит вам. Бог благословит вас. Бог будет с вами, чтобы не принесли вам эти выходные. Помните, Бог больше и сильнее всего, с чем вы сталкиваетесь. Больше доверяйте Его силам, чем своим. И если вы чувствуете себя подавленным, отдайте это Богу, потому что Его руки достаточно велики, чтобы удержать ваши заботы, сомнения и страхи. Куда бы вы ни пошли, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, сохраняйте Бога в своей жизни. «Ибо я возвращу тебе здоровье и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь». Иеремия 30, 17. Бог считает каждую вашу слезу. Он не забыл тебя. Он работает в вашей жизни. Никогда не теряй надежды. Бог говорит, что каждое время года имеет свой результат. Будь то время радости или страдания, я делаю все для вашего блага и своей щедрости. Будьте уверены в процессе. Обратись к Господу Богу твоему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и велик милостив. Иаиль 2 часа 13 минут. Признавайте Его во всех путях ваших, и Он направит стези ваши. Притчи 3, 6. Бог восстанавливает осколки вашей жизни. Будьте готовы к реставрации. Бог готовит вас ко всему, о чем вы молились. Неважно, где вы находитесь сегодня. Бог останется верным вам, если вы доверяете Ему. Начинайте свой день с молитвы и заканчивайте его так же, все остальное в руках Божиих. Перестаньте утверждать, что Бог не любит вас, когда жизнь становится тяжелой. Это враг играет в интеллектуальные игры, пытаясь обмануть вас. Сатана – это тот, кто усложняет вашу жизнь. Бог – тот, кто может вести вас через трудности. Ищите Бога, доверяйте Ему, любите Его. Слава Богу! Когда вы ходите с Богом, невозможное становится возможным. Каждый новый день – это благословение. Отпустите все свои заботы и будьте благодарны за весь позитив в вашей жизни. Делайте это шаг за шагом, не нужно спешить. Не торопись. Бог любит тебя.
Сам Господь будет сражаться за вас. Вам просто нужно оставаться неподвижным. Пришло время отдохнуть. Завтра знаменует начало новой недели. Будьте спокойны, зная, что я с вами. Все встанет на свои места в нужный момент. Если вы сейчас чувствуете, что застряли или запутались в жизни, больше доверяйте Богу. Не бойтесь перемен, которые это приносит. Молитесь о руководстве и понимании. Знайте, что у Бога есть цель. Он все сделает хорошо. Не бойтесь того, что происходит. Бог уже знает, что будет дальше. Бог любит тебя. Сатана ненавидит вас. Сделайте свой выбор мудро сегодня. Он отвлекает вас ложью, деньгами, развлечениями, сожалениями, болью и негативными мыслями. Перестаньте зацикливаться на этих вещах. Сосредоточьтесь на Иисусе. Вы недалеки от Бога, вы просто отвлечены. Внутри вас есть Святой Дух, вы не можете подойти ближе, чем это. Иисус может изменить все в одно мгновение. Так что не прекращайте молиться. Всегда помните, что Бог с вами. Он прокладывает вам путь. Он не подведет вас. Он верен своим обещаниям. Бог всегда говорит с тобой с каждым прекрасным закатом, с каждым криком новорожденного, с каждым случайным совпадением, которое меняет твою жизнь. Бог здесь работает и показывает вам, что у Него все под контролем. В конце концов, лучшее, что вы можете сделать, это поблагодарить Бога за ваши благословения. Отдайте Ему свои заботы через молитву, и Он даст вам покой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он прямым сделает стези твои. Притча 3:6. Бог сшивает обломки в вашей жизни. Будьте готовы к реставрации. Бог готовит вас ко всему, о чем вы молились. Независимо от того, где вы находитесь сегодня, Бог останется верным вам, если вы доверяете Ему. Не забудьте поделиться этими словами. Давайте охватим 1 миллион человек. Не забудьте подписаться на наш канал и активировать колокольчик, чтобы получать больше вдохновляющего контента. Пусть любовь и благодать Божия всегда присутствуют в вашей жизни. Хвала Господу нашему Иисусу Христу. Аминь. Теперь эти два видео появляются на вашем экране. Нажмите на один из них и смотрите. Увидимся там.